Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию битвы за Кавказ, началась с показа фильма «Санчара» о судьбе 33 солдат 66-го и 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта, имена которых долгое время оставались неизвестными. Среди защитников Родины, павших смертью храбрых, у подножья Санчарского перевала оказались и двое абхазских бойцов – Ажиба и Куция 1907 и 1914 годов рождения. 33 бойца Закавказского фронта пролежали в скалах среди камней более 70 лет. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт. Более 17 тысяч не вернулись с полей сражения. 22 гражданам Абхазии присвоено высокое звание Герой Советского Союза. Многонациональная Абхазия приняла самое активное участие в отражении фашистской агрессии. Бойцы 7 истребительных батальонов из всех районов Абхазии доблестно сражались с врагом, защищая Родину. Многие из них не вернулись в свои дома. Подвиг их бессмертен. Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию битвы за Кавказ, организована совместно с Абхазским институтом гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Выступая на конференции, советник президента Владимир Зонтарь отметил, что события, связанные с 75-летием битвы за Кавказ, это целая документальная летопись, которая еще долго будет пополняться новыми фактами, выводами и оценками, обрастая деталями и нюансами. Касаясь морально-нравственного аспекта, гуманистического смысла и характера этих акций, на мой взгляд, следует отметить, что перезахоронение останков защитников Кавказа, обнаруженных в результате проведения вышеуказанных экспедиций, это долг чести и совести, дань глубокого уважения к памяти нашей собственной героической истории. Президент Абхазии Рауль Джумкович Хаджимба очень высоко ценит труд, преданность, самоотдачу тех молодых людей, кто участвовал в осуществлении этих акций. На сегодняшний день в государственный список историко-культурного наследия внесено 27 памятников, связанных с Великой Отечественной войной, и еще 33 памятника, которые уже внесены в дополнительный список. Заместитель министра культуры и историко-культурного наследия Батал Кубахи отметил, что в этом направлении нужно сотрудничать с Государственным музеем боевой славы. Я думаю, что Николай, что нам надо будет заключить договор с вами, поскольку вы все-таки музей боевой славы, чтобы совместно с вашим музеем проводить работу по фиксации, регистрации всех этих мемориальных комплексов. Речь идет о том, что там целые процедуры нужны: описание истории, местоположение, описание, если это представляет монументальная живопись, скульптура авторов. Официальная часть мероприятия завершилась открытием выставки «Абхазия и Северный Кавказ в период Великой Отечественной войны» на основе материалов личного архива выдающегося абхазского историка, заслуженного деятеля науки Абхазской ССР Георгия Дзидзария, а также была открыта экспозиция элементов вооружения, воинского снаряжения и личных вещей солдат Красной Армии и Вермахта, обнаруженных при проведении международной военно-исторической поисковой экспедиции «Санчара. Высокогорный фронт-2017». Рената Шакаева, Тимур Гошба, Абхазское телевидение.